10 лет назад у меня осуществилась мечта. Я взял землю в аренду, купил трактор, бульдозер и начал потихоньку копать. Фракция такая, это вот для крупной, а это вот фракция для мелкой. Бобры доставать начинают. Бобры? Но, Слышал историю про таймини. да, был грех, запустил таймени, но... Я сейчас нахожусь в Горном Алтае. У нас была очень интересная и большая поездка на таких вот квадроциклах «Сокол» по горной местности. Красивые пейзажи, полный сюжет будет в передаче «Испытан на себе». Ну а сейчас я бы хотел вас познакомить с форелевой фермой на Горном Алтае. За моей спиной находится озеро. Давайте мы сейчас об этом узнаем поподробней. 10 лет назад у меня осуществилась мечта. Я взял землю в аренду, купил трактор, бульдозер и начал потихоньку копать. Выкопал первое озеро, запустил пробную партию. Ну, дальше пошло. Начал сам икру доить. Начал выращивать рыбу. Ну, основная рыба у меня форель радужная. И побочно там, значит, у меня есть карп и белый амур. Ну, завозная рыба. А форель сам развожу. Даю икру и развожу. То есть основная цель это вот, допустим, люди приезжают, могут приехать на вашу базу и порыбачить? Да, они приезжают, отдыхают. Отдыхают, кому свежей рыбки хочется, ради бога, ловят, ходят. Улов 100%. Без рыбы никто не остается. Как бы нормально всем нравится. А как происходит кормежка рыбы? Сколько раз в день? Ну, взрослую я кормим, значит, 2 раза в день, утром, вечером, а подростки и 3 раза кормим в день. Корма у нас качественные, хорошие. Я его заказываю в Новосибирске. Вот она. Отличная фракция такая. Это вот для крупной, а это вот фракция для мелкой. И... Ага, вот она пришла. Вот она сейчас сюда прямо придет к рукам. А зимой подледная рыбалка? Зимой есть? рыбалка идет, да, подледная. Круглый год рыбачит. Кроме весны. Вот весной, май, когда нерест идет, ну там перерывы бывают небольшие. А это для... А это вот И мелкие. мелкая рыба понимает, что это для нее корм, да? Ну, они крупные едят. Это гомарус, натуральный корм. Креветка. Они сейчас те начнут плескаться, тоже искать ее. Большая тоже подойдет, да? Да. Ух ты. Вот они, ага. О, снег полетел. Снег пошел? Да, пошел снег, пролетает. А сейчас пойдем маточник покормим. Вот там большие особи. Этим вот 2 года, как бы, двухлетки, а там есть такие по 5, по 6 лет. Получается, более крупная особь, она в другом водоеме, да? Да, там маточник у меня. Сейчас мы туда сходим. Барды, когда вот приезжают, ну вот они песню написали про эту ель, про все вот эти места. 5 лет уже приезжают сюда, и нравится им. Барды России. Атмосферно здесь? Да, тут вся поляна, все вот это заставляется палатками, машинами, все это. Сцена, и вот они там наяривают 3 дня вплотную. По всей ночи поют песни. Песни, кстати, вот такие классные. Это они приезжают в конце июля сюда. То есть у них тут получается что-то вроде фестиваля, да? Да, фестиваль бардов. Ага. Вот они уже 5 лет приезжают. Вот здесь маточное озеро у нас. Это второе озеро. Ага. Ого. Я уже вижу. А ну вот здесь несколько штук у меня этих янтарных. Попробовать хочу развести янтарных. Но здесь нет рыбалки, то есть тут чисто они... Нет, бывает, почему? Можно и тут порыбачить. Да, вот они. Бобры доставать начинают. Бобры? Но А что они делают? ну, перекрывают, поднимают уровень озера. Свою работу ведут. Свою работу ведут, но... А рыбы другого вида вы пробовали разводить? Нет, вода холодная, они не созревают здесь. Только вот форель созревает, а для карпа, для амура здесь как бы это прохладная вода. Я слышал историю про таймини. Да, был грех, запустил таймени, но они
нежелательные гости оказались, потому что 50% рыбы поглощают. Поедают все подряд, что есть. Наверное, была целая операция, чтобы их выловить, да? Да. Неделю мы почти ворожили с ними, как их выловить. Ничего себе. Сети их не держат, они их рвут просто в клочья. Они большие стали? Ну да, по 10 килограмм такие. Ничего себе. Короче, ни одна сеть их не держала толком. Вот этим вот желтым будет 3 года. Угу. Янтарным. Вот как раз они должны созреть. Не знаю, получится, нет у меня их вывести, но буду пытаться. Ну, здесь у меня примитивный такой инкубатор, где выращиваю икру мальков. Здесь они у меня проклевываются. И потом в течение 2 месяцев живут в ваннах в этих. Живут, потом подрастают, когда на плав нормально встают, я их выпускаю. Тут у меня маленькие ясельки есть. Угу. И мы там уже начинаем кормить их нормальным процессом. Вот это нынешняя молодая форель. Ого. Ну, самая активная, да? Да, сейчас Ничего себе. все проглотили. Все съели. Все, и обратно идут сюда, видишь? То есть они уже знают, что их Да, кормят, да? они человека знают, все уже. Вот я их зиму здесь выдерживаю, кормлю всю зиму 3 раза в день. А весной, перед нерестом, как мальков следующих выводить, я их отлавливаю и выпускаю в озеро, какое нам надо. Когда лишнее получается, выпускаем просто в речку. Люди ловят. И тут у вас всегда проточная вода, то есть Да, она здесь идет... постоянно проточная вода, она кислородом обогащена хорошо. Все. Ну вот как-то так. Спасибо. Ну, желаем вам удачи. Очень интересное дело. Спасибо. Спасибо вам.